Проектная работа на тему «Бір шаңырақ астында» выполнила ученица средней школы имени Ураза Саргунанова Сабиржанова Алсу. Целью проекта является формирование толерантности как ценности в школьной среде. Досор – пример многонационального поселка с жителями разных культур и стран. Почему же я выбрала эту тему? Дружба и взаимопонимание между народами являются основой национального единства. Все достижения и успехи независимого Казахстана – это прежде всего результат крепкой, нерушимой дружбы и сплоченности граждан, независимо от их нации и веры. Я родилась и живу в Казахстане, в поселке Досор, Атырауской области. Мне важно знать историю своей страны, ее настоящее и отношения с другими государствами, а также жизнь людей, которые живут рядом со мной. Я по национальности татарка. Татары являются одной из крупнейших этнических диаспор в Казахстане. По численности они входят в число самых многочисленных национальных меньшинств. Перед вами представлены три таблицы. На ней указаны численность населения поселка Досор, численность учащихся средней школы имени Ураза Саргунанова, количество учащихся других национальностей средней школы имени Ураза Саргунанова на период с 2021 года по 2025. Мы обратились с вопросами к старшему поколению. Какой вы национальности? Как вы относитесь к гражданам другой национальности? Считаете ли вы себя толерантным человеком? Какой вы веры? Имеет ли для вас значение национальности при выборе друзей? Мы провели опрос среди 50 человек. Основные результаты нашего проекта. Первое. Результативно закончилась намеченная работа по формированию инициативной группы. Второе. Проведены встречи с сельской администрацией и жителями поселка. Третье. Проводится мероприятие на День единства. Четвертое. Проведено анкетирование, конкурс сочинений и игры для детей. Что мы делаем? Наш проект состоит из 3 этапов. Первый. Информационный этап. Знакомим школьников и педагогов с темой, расширяем представление о ней через выставки, опросы и классные часы. Второе. Формирование отношения. Побуждаем задуматься о проблеме через творческие конкурсы, обсуждения и эссе. Третье. Практический этап. Применяем знания на практике, проводим мероприятия, кружки, создаем атмосферу взаимопонимания и уважения. Общей концепцией моего проекта является дружба народов, мирное небо над головой. Вот основа для развития плодотворного творчества и процветания дружбы и единства. Спасибо за внимание.